Добрый день всем, кто подключился дополнительно. Слово предоставляем спикерам, нашим уважаемым Ольге Анатольевне Вешниковой, руководителю Единого ресурсного центра поддержки, и Надежде Наговицыной, координатор Единого ресурсного центра. Добрый день, коллеги. Приветствую вас. Поздравляю всех с открытием гражданских выходных в Кобяйском районе. Меня зовут Надежда Наговицына, я являюсь координатором Единого ресурсного центра. И сегодня площадку акселератор социальных проектов по подготовке к конкурсу фонда президентских грантов буду вести я. Я хочу, чтобы вы мне дали сигнал, хорошо ли меня слышно и видно. Хорошо видно и слышно. Отлично. Но я думаю, что мы не будем терять время. Я еще раз представлюсь. Надежда Наговицына, координатор Единого ресурсного центра, эксперт по социальному проектированию. И у меня вот сегодня такая ответственная миссия передать вам свои знания, опыт и навыки по социальному проектированию. И я надеюсь, что сейчас вместе с нами на площадке присутствуют те самые люди, которые находятся на стадии подготовки заявок для участия в первом конкурсе 2021 года Фонда президентских грантов. Мы начинаем. Но если рассказать об основных этапах первого конкурса Фонда президентских грантов, то конкурс сам по себе на самом деле объявлен уже буквально больше месяца назад. Он был объявлен 1 сентября, и до 15 октября у нас идет прием заявок. То есть по московскому времени до 24 часов у нас идет прием заявок. Время вроде бы есть, но для меня это, как сказать, уже такой вот заявка должна быть уже, как говорится, более или менее готова. Вы должны быть определены с проблемой, целевой группой, географией проекта, да, то есть где она будет реализована, и что вы хотите провести, что вы хотите сотворить в рамках этого проекта. И если мы с вами подадим заявки включая 15 октября по московскому времени до 24 часов, то, естественно, мы узнаем результаты, кто победил, кто не прошел по конкурсу, это будет известно уже до 1 февраля. И наши проекты должны быть именно начаты, начинать свою реализацию с 1 февраля уже нового 2021 года. Это обычный конкурс Фонда президентских грантов, который проводится с 2017 года. Мы все прекрасно знаем, что из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 у нас был отдельный специальный конкурс, который проходил только по 3 направлениям конкурса. Он уже прошел. То есть сейчас у нас идет конкурс, обычный конкурс Фонда президентских грантов, который классический вариант по 13 направлениям конкурса, которые вы сейчас представлены. И исходя именно из уставной деятельности НКО, вы выбираете то или иное направление. То есть направление конкурса, которое вы выбираете и участвуете по этому направлению, должен четко соответствовать вашей уставной деятельности. Потому что первый этап, такой вот оценочный такой этап, эксперты проверяют соответствие вашей уставной деятельности выбранному направлению конкурса. Это первое. Что такое социальный проект? Социальный проект – это комплекс действий и мероприятий, направленных на достижение цели и получение заранее запланированных результатов для изменения существующей социальной проблемы. Вот смотрите, для нас с вами представлен такой, как говорится, представлена такая возможность гипотетически предположить, мы сделаем вот так-то, так-то, и мы получим вот такие-то результаты. То есть эксперты и фонд президентских грантов нам дают шанс, как говорится, предоставляют нам возможность предположить гипотезу, что мы можем изменить ситуацию. Они нам дают такой шанс. И наша задача, наш проект, который у нас есть в голове, на бумаге, где-то на чертежах и на схемах, ее заполнить в заявку. И в зависимости от того, как качественно, красиво, возможно, продуманно, логично представим мы заявку, на заявке наш проект, от этого зависит, какие баллы мы заработаем и пройдем ли мы тот самый порог
по которым нам предоставляют гранты. Вот от этого, как говорится, зависит вообще, станем ли мы победителем в фонде президентских грантов. На самом деле, тот самый проект, о котором мы говорим, он имеет четкие ограничения. Проект всегда имеет команду. В одиночку можно написать проект. Один человек может теоретически написать проект, 2 человека. Но реализовать проект в одиночку и 2 человека не могут. Это должна быть команда. И при том компетенции команды, опыт команды, эксперты тоже смотрят, потому что в фонде президентских грантов в личном кабинете есть отдельный раздел руководитель проекта и команда проекта, и где мы пишем четко, какое образование мы имеем, какие проекты мы реализовали, где мы работали, и на это тоже эксперт ставит баллы. Поэтому здесь тоже, как говорится, нужно обратить внимание. Вообще, я уже который раз участвую в фонде президентских грантов, в фонде «Семья для ребенка» и как единый ресурсный центр, и поэтому, с одной стороны, я подхожу немножко спортивно и математически, можно так сказать, да. Проект всегда имеет сроки реализации проекта. Бывают долгосрочные проекты, но там бывает команда большая, там бывает бюджет большой, да, и проект как таковой, он имеет четкий определенный временной отрезок. То есть мы пишем экспертам фонда президентских грантов о том, что мы начинаем проект с 1 февраля и завершаем до какого-то там декабря 2021 года, и мы за этот временной отрезок сможем изменить ситуацию, проблему в наилучшую позитивную историю. То есть вот об этом идет речь. Проект всегда имеет бюджет. То есть смотрите, начинающим некоммерческим организациям, которые впервые принимают участие, которые имеют право принимать участие когда организация существует уже только полгода, допустим, да, или опытная организация. То есть мы всегда имеем бюджет проекта, и бюджет проекта зависит, конечно, еще и от софинансирования проекта. Также, конечно же, проект имеет четкое ограничение по территории реализации. Опять-таки, есть устав. Мы действуем в некоммерческой организации согласно нашему уставу. В уставе четко прописано, где мы осуществляем свою деятельность. Если прописано, что территория реализации деятельности НКО является Кобяйский район, то есть мы имеем право писать только районные проекты. Мы не можем написать большой проект межрегиональный, мы не можем написать всероссийский проект, мы не имеем права написать большие республиканские проекты. То есть на это тоже нужно обратить внимание. Помимо этого, есть местные общественные организации, которые локализованы на одной маленькой территории, допустим. Да, это могут быть ТОС, которые имеют право принимать участие в фонде президентских грантов. Это могут быть коренные малочисленные там, сообщества народов Севера. Это могут быть местные общественные организации на одном поселке, на одном населенном пункте. И получается, что устав нас ограничивает. Поэтому я прошу вас изначально обратить вот на это вот внимание. И если мы четко определили бюджет нашего проекта, если мы понимаем, на какой временной отрезок мы будем реализовать проект, на какой период мы принимаем на работу команду, на какой территории мы реализуем проект, то это отправная точка социального проектирования. Ну, вообще, на самом деле, из чего состоит социальный проект? Самое главное, вот, так сказать, корни социального проекта – это проблема целевой группы. Всегда, всегда, всегда проект имеет проблему. Без проблемы и без целевой группы проекта социального нет. Поэтому мы четко должны понимать, чья это проблема. Людей без определенного места жительства, детей-сирот, приемных семей, либо безработных граждан, либо семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, либо люди, которые пострадали от жестокого обращения. То есть мы четко должны понимать целевую группу. И мы четко должны понимать, какая проблема имеется у целевой группы. И только когда мы имеем проблему, целевую группу, мы имеем отправную точку. То есть отправная точка, корни социального проекта – это проблема целевой группы. И исходя от того, какая проблема имеется, у нас формируется цель. И цель, она должна быть четко звучать таким образом, чтобы эксперт сразу понял, на что направлен проект.
Проект может быть направлен на создание благоприятных условий для устранения каких-то проблем. Проект может быть направлен на улучшение там, психологического состояния там, семьи, там, допустим, да, или там социализация, социальная адаптация, профориентация выпускников детских домов. То есть изначально, уже читая проблематику, на что вы хотите, на что направлен проект, эксперты должны четко понимать, что вот такую цель они себе ставят. А какие задачи перед собой команда проекта ставит для достижения этой цели, какие задачи он ставит. И цель у нас разбивается на микроцели, то есть задачи. А от задач на самом деле состоят у нас мероприятия. То есть каждую задачу у нас будет решать мероприятие. И вот весь этот комплекс задач, мероприятий, на самом деле это и есть проект. Комплекс мероприятий на самом деле это и есть проект. Но эти мероприятия подчиняются задачам, задачи подчиняются цели, а цель четко решает проблему целевой группы. Поэтому цель, она должна быть измеримо, достижима. То есть мы должны предположить образ того, чего мы хотим достичь. Вот смотрите, мы не можем поставить цель такую большую, как каждый ребенок в результате проекта будет жить и воспитываться в семье. Мы такие цели не ставим. Мы ставим четкие, измеримые и достижимые цели, что мы в рамках проекта хотим, чтобы семьи, которые попали в трудную жизненную ситуацию, в количестве там какие-то человек в проекте, все равно пишутся количественные проекты, они выйдут из трудной жизненной ситуации. Или мы социализируем социальную адаптацию, профориентацию выпускников детских домов. И в проекте у нас будут четко прописаны количественные и качественные показатели. Вот это измеримые и достижимые цели. И исходя из того, и каждое мероприятие, это социальный проект, который мы направляем на конкурс, это гипотеза. И мы гипотетично предполагаем о том, что то или иное мероприятие все равно изменит ситуацию в лучшую сторону, что в результате вот этого мероприятия будут достигнуты такие количественные и качественные результаты. В результате вот всего этого будут достигнуты вот такие вот результаты. И все это в комплексе у нас является социальным проектом. Давайте мы пойдем дальше. Вот, еще раз повторяюсь, социальный проект, он имеет благополучателей, то есть это целевые группы, которые должны быть отражены в наших результатах. Без результатов это не социальный проект. Социальный проект, он всегда имеет результаты. Что мы достигаем в результате реализации этого проекта? То есть у нас должны быть количественные результаты, у нас должны быть качественные результаты. И все это вокруг одной целевой группы или нескольких целевых групп. То ли это могут волонтеры, это могут быть семьи, это могут быть и дети, это могут и подростки, да? То есть каждая целевая группа, которая отражена в проекте, они у всех должны происходить качественные, количественные результаты. Потому что если мы берем волонтеров, семью, попавшую в трудную ситуацию, родителей и детей, и подростков, то у каждой целевой группы, и у подростков, и у детей, и у родителей, и у волонтеров должны быть отражены качественные результаты. Не бывает проекта, когда меняется ситуация только у детей, а у родителей ничего не меняется. Не бывает такого. Поэтому мы должны в проекте четко отразить изменения качественные и количественные у каждой целевой группы. И мероприятия, которые у нас включены в проект, да, в календарный план, они все направлены на решение проблем целевых групп. То есть в проблематике мы должны указать о том, что и у семей, и у детей имеются проблемы. И недостаточно тех самых волонтеров, которые нужны нам в проекте. Теперь получается, что в фонде президентских грантов и вообще в любом конкурсе социальных проектов есть такой раздел, как обоснование выбора целевой группы. То есть мы должны четко прописать о том, какую проблему мы решаем в проекте.
И смотрите, и тут тоже должна быть привязка с уставной деятельностью. У вас в уставе четко должны быть прописаны целевые группы, с которыми вы работаете. Вы не можете выбрать, например, вот я хочу заниматься с детьми-сиротами, выпускниками детских домов, но у вас они не прописаны в целевой группе. Но если у вас прописаны как лица, попавшие в трудную жизненную ситуацию, они могут попасть, да, но если они четко не прописаны, как правило, мы не можем выбрать ту или иную целевую группу. Если, например, мы не занимаемся с лицами без определенного места жительства, бомжами, то мы с ними не можем заниматься, потому что у нас, например, по уставу у нас совсем другие целевые категории. Поэтому четко мы должны определить целевую группу. И почему мы ее выбрали? То есть целевая группа, она должна обязательно иметь проблему. И как мы изучаем ее проблемы? Не обязательно должна быть одна причина, должно быть несколько причин, почему эта проблема не решается. То есть не хватает специалистов, или не хватает команды, не хватает какого-то определенного опыта, нету инструментов, нету технологий, нет чего. Почему эта проблема на данный момент она не решается? Вы должны привести обязательно в проекте обязательно статистику. На сегодняшний момент, например, в Кобяйском Улусе проживает столько-то людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Сколько-то имеется подростков, которые состоят на учете в органах опеки или в комиссии по делам несовершеннолетних, или подразделение по ПДН. Да? То есть мы должны четко дать причину, по которым мы считаем, что эту проблему надо решить. Что имеется такая статистика, что эта проблема не решается, что службы не справляются, государственные или любые службы, социальные службы, они не справляются с этой проблемой, что проблема идет на рост. То есть мы должны обязательно доказать экспертам, что эту проблему надо решить. И в рамках проекта вы предлагаете, что вот такая-то некоммерческая организация предлагает такие технологии, такие инструменты, мы в рамках проекта что-то сделаем, и проблема в конце реализации проекта, например, в декабре 2021 года, она будет решена. То есть вот об этом. Смотрите, как мы вообще обоснуем проблему целевой группы. Когда мы пишем обоснование социальной проблемы, мы не должны писать о том, что мы считаем, что вот так-то, так-то, что проблема не исчезнет, что вот такая-то. То есть мы не должны субъективно об этом писать. Мы должны четко писать на определенных, ссылаться на определенный источник, так скажем, да? Например, результаты исследования. То есть вы провели небольшой опрос о том, что дети чувствуют себя не так комфортно, например, живут не так комфортно в приемных семьях. Или, допустим, дети-сироты, выпускники детских домов, они нуждаются в поддержке, они не знают, куда обращаться, они не знают, что делать, допустим, да, что они безработны. То есть провели небольшой социальный опрос, и вы можете указать ссылку на ваше исследование. Это должны быть опросы, это могут быть и другие исследования, которые вы нашли, допустим, да, то есть вы нашли исследование, которое было проведено на территории республики, где указано, например, о том, что в Кобяйском Улусе что-то там происходит. Вы взяли это исследование, вы указали о том, что было проведено такое исследование, где указано что-то, что-то. Вы можете даже указать ссылку на вот это вот исследование. То есть мы должны обязательно убедить экспертов, что проблема существует. Если мы можем ссылаться на доклад уполномоченного по правам человека, мы можем ссылаться на доклад ежегодный, доклады ежегодные уполномоченным по правам ребенка, где тоже имеется аналитика и статистика, что есть такая проблема. То есть мы обязательно должны подтвердить все то, что мы пишем. Это могут быть даже статьи в средствах массовой информации, которые вот там, допустим, про бродячих собак было очень много статей, допустим, да, в Ленском районе, допустим, в Якутске или в каком-то районе. Мы берем вот эти ссылки и прямо ставим о том, что вы видите, эксперт, есть подтверждение того, что есть такая и существует такая проблема. Или мы можем взять выступление, доклад, интервью, например, Айсена Николаева о том, что он говорит о том, что надо уделить большое внимание защите детства, или он говорит о том, что надо уделить большое внимание здравоохранению, допустим. То есть вот все это мы берем и прямо ставим в обоснование социальной проблемы. Можно ссылаться еще на национальные проекты, можно ссылаться на указы главы,
на распоряжение правительства, можно ссылаться на федеральный проект. Вот сейчас был объявлен старт федеральному проекту «Спорт. Норма жизни». Если ваша некоммерческая организация планирует реализовать социальный проект именно по физической культуре и спорте, то он должен ссылаться на федеральный проект «Спорт. Норма жизни», о том, что Владимир Владимирович Путин объявил старт, допустим, федерального проекта «Спорт. Норма жизни». В рамках этой федеральной программы или во исполнении участия в этой федеральной программе мы реализуем вот такой проект, допустим. К примеру, у нас обращалась некоммерческая организация Горного района по развитию стрельбы из лука, и они ссылались четко на ежегодные послания Владимира Путина. Понимаете, то есть если вы указываете на эти источники, ссылки, статьи, статистику, на доклады, выступления уполномоченных лиц, так скажем, да, выше, то уже эксперт понимает о том, что вы в русле, что вы в теме, что вы хотите решить проблемы не только в своей территории, в своей целевой группы, что вы в теме вообще всего того, что происходит в России, потому что это прежде всего, конечно, конкурс фонда президентских грантов. Поэтому я прошу вас обратить на это внимание. Как и повторяюсь, как и говорила, что проект всегда имеет географию проекта. Вы можете не обязательно взять весь Кобяйский улус, допустим, да, если это местная общественная организация. Но если это районная некоммерческая организация, имеющая право реализовать проекты на территории района, то вы можете указать о том, что можете, исходя из своих возможностей, исходя из своих ресурсов, исходя из своих партнеров, вы можете четко указать, что проект реализуется на территории 3 населенных пунктов. Не обязательно охватывать все, допустим, да. То есть вы можете, как говорится, проект всегда исходит из ваших ресурсов. Никто вам не навязывает, и никто вам не говорит о том, что надо вот так вот. То есть это всегда идет такой вот самооценочный такой принцип. То есть цель проекта, она должна решать проблему. И в цели важно указать целевые группы, которые вы выбрали в рамках проекта. Допустим, социальная адаптация, социализация детей, сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. Допустим, целевая группа, она должна звучать в цели. Или, допустим, поддержка семей, находящихся в трудной жизненной ситуации Кобяйского района, то есть проживающих на территории Кобяйского района. То есть в цели эксперт четко должен увидеть, на что направлен проект, для кого он направлен проект и на какой территории реализуется этот проект. То есть четко, конкретно, например, цель должна быть не такая, вот, как говорится, заоблачная, да, она должна быть конкретная, достаточно конкретной. Цель должна быть одна. Бывают проекты с 2 целями, но это бывают долгосрочные проекты, поэтому ориентируйтесь на локальные такие проекты, которые имеют одну цель. Задач должно быть не больше 5, но лично я рекомендую не больше 4 задач. Если это мини-проект на полгода или на год, то это может быть даже проект, который имеет 3 задачи. А если это проект, который идет на 1,5 года, или вы хотите охватить еще несколько целевых групп, но помимо еще тех социальных групп, вы хотите охватить еще и волонтеров, то это может быть 4 задачи, да, как поиск, привлечение волонтеров, например, да, как одна из задач. То есть не более 5 задач, но я рекомендую все-таки определиться, остановиться на 3-4 задачах. И задача как таковая, она не должна быть какая-то вот слева, да, она должна быть четко исходить от цели, конкретно направлена на решение части цели. Если у нас, как говорится, имеется четко целевая аудитория, на которую направлен проект, если у нас имеется срок реализации проекта, и мы четко понимаем, какого результата мы хотим достичь, то это является масштабом проблемы, да, и в зависимости от того, что мы вообще делаем в рамках проекта, у нас должны быть четко определены количественные результаты и качественные результаты. То есть, если мы в проекте выбрали 3 целевые группы, то 3 целевые группы у нас должны иметь количественные. То есть у нас не должно быть такого, что 30 семей, детей, подростков через запятую. У нас четко должны быть 30 семей,
45 детей, 50 волонтеров, то есть каждая целевая группа, она должна иметь количественный результат. И помимо этого, каждая целевая группа должна иметь качественные изменения, что у родителей семей будет повышен уровень воспитательских компетенций, это раз, допустим, качественные изменения, что улучшится психологический климат семьи, там, допустим, второй качественный результат, у детей, там, допустим, улучшится взаимоотношения со сверстниками, что дети будут возвращаться в семью, там, то есть должны быть четкие качественные изменения. И волонтерам, допустим, появятся волонтеры, которые будут уже, как говорится, иметь определенные навыки, там, волонтерства, знания и опыт, допустим. То есть каждая целевая группа, помимо количественных результатов, должна иметь качественные изменения. И если только мы это укажем, эксперты поймут о том, что действительно проект замечательный, он имеет и количественные результаты, и у каждой целевой группы, которая указана в проекте, будут качественные изменения. Тут вот на это тоже нужно обратить внимание. Еще раз повторяюсь, да, что вот эта схема на самом деле должна быть у вас как настольная такая инструкция, как настольная шпаргалка, что вы указали проблему, проблема четко определяет вашу цель, она измерима, она достижима, из цели у вас вышли сформулированы 3-4 задачи, и у каждой задачи будут, как говорится, определены мероприятия. То есть каждая задача у нас имеет мероприятие. Мы сейчас это увидим. И после каждого мероприятия у нас результат, да, что в результате одного мероприятия есть определенные результаты, в результате следующего мероприятия у нас есть еще другие мероприятия. То есть вот это вот, как говорится, важно понимать. И комплекс мероприятий, которые у нас сформулированы, исходя из задач и целей, это и есть социальный проект на самом деле. И вот сейчас я хочу больше сфокусироваться на вообще принцип составления мероприятий. Да? Главный принцип мероприятий, разработки мероприятий проекта – это принцип необходимости и достаточности. То есть мероприятие должно быть достаточно, чтобы решить задачу. Не должно быть лишних мероприятий, да, которые не направлены на решение задач. То есть вот это и немного, и немало, а конкретно. И вот смотрите, это календарный план – это формула фонда президентских грантов. И если вы имеете опыт составления заявок в фонде президентских грантов, то вы прекрасно, наверное, знаете, что если вы работаете, то вы открываете раздел «Календарный план», то прежде чем составить мероприятие, вам предоставляется возможность выбрать задачу. Без выбора задачи мы мероприятие в фонде президентских грантов в личном кабинете не можем создать. Поэтому это очень хорошая формула. И как раз-таки, например, одна задача должна решать 2-3 мероприятия решают одну задачу. Да? То есть, смотрите, если это основная задача, то этой задачей могут быть сформулированы 2-3 и более мероприятий. И вот перед вами эта формула социального проектирования, можно так сказать, это календарный план, по которому, как говорится, будут оценивать эксперты. То есть первая задача имеет 2 мероприятия, эти мероприятия четко имеют сроки, с какого по какой они будут реализованы эти мероприятия, и у каждого мероприятия есть и количественные результаты, и качественные результаты. Это тоже шпаргалка для вашего социального проектирования. Имеются типичные ошибки. Да, почему мы не можем там получить грант, допустим, на реализацию проекта. Чаще всего вот сейчас вы видите типичные ошибки, которые мы с вами совершаем. Потому что у нас тоже были случаи, когда наши проекты тоже не выигрывали, да, в фонде президентских грантов, других конкурсов. Поэтому мы не говорим о том, что мы суперэксперты. Всегда, как говорится, мы и все некоммерческие организации идут по принципу методом проб и ошибок. Это всегда бывает не глубокое изучение проблемы, такое поверхностное, допустим, да, очень много написали, но самую суть мы пропустили. Это неправильный выбор целевой аудитории проекта. То есть вы в цели поставили совсем другую целевую группу, а в обосновании, в мероприятиях они почему-то не отражаются. Поэтому вот идет какая-то несостыковка. Из-за
из-за пропуска этапа исследований. То есть вы недостаточно изучили проблему, на самом деле проблема заключается совсем в другом, а вы пишете, что проблема заключается в этом, и тут тоже идет несостыковка, да, непонимание, как измерить результаты проекта, как вы докажете, там, допустим, экспертам и в отчетной деятельности, как изменилась вообще ситуация, допустим, да, кто-то снялся с учета, у кого-то там улучшилась ситуация, как вы это будете доказывать и как вообще это произойдет. То есть если мы этого не понимаем, то действительно бывает очень сложно. И несоответствие масштаба обозначенной проблемы и ее выбранного решения. То есть вы выбрали не те методики, не те технологии решения этой социальной проблемы. Вот, качество обоснования проблемы приводим мы чаще всего собственное мнение, это неправильно, допустим, да, и нет доказательства, что вот это как раз является обоснованием вот этой проблемы. Действие по принципу чем больше, чем лучше, допустим, то есть выбрали там все целевые категории, там 5-6 целевых групп, очень много всего написали, и думаете, что какой шикарный проект, на самом деле проект будет не сфокусирован ни на что, ни на целевую группу, ни на географию, будет таким вот набором, таким хаотичным. Поэтому вот этого вот делать нельзя. Вы путаетесь и с целями, и задачами. Задачи у вас тоже путаются. То есть задачи прописали в мероприятии, а мероприятие прописали в задачи. То есть если такая несостыковка существует, то действительно эксперты сразу это заметят. И, конечно, вы не заработаете тех баллов, которые вы предполагали. Типичные ошибки в разработке мероприятий, вот с того самого календарного плана, это когда отсутствует мероприятие по вовлечению целевой группы. То есть вы, каким образом ваша целевая группа приходит к вам ножками, если грубо так сказать, как вы вовлекаете вашу целевую группу в проект. Допустим, бывают шикарные проекты, но из-за того, что эксперт не понимает, каким образом выпускники детских домов приходят, например, в фонд «Семья для ребенка». Через информационную кампанию, к примеру, можно вовлечь аудиторию к себе, да, поиск и привлечение волонтеров, поиск и привлечение участников проекта. Каким образом эти люди, целевые группы, к вам приходят в фонд, не вашу некоммерческую организацию? Что вы для этого проводите? Статью выпускаете, делаете информационное мероприятие, акцию проводите, или ходите по домам, распространяете флаеры, приглашаете. Что вы делаете для этого? То есть вот этого ключевого мероприятия иногда не бывает. И эксперт тоже не понимает. И поэтому, исходя из этого, логики проекта как такового не бывает. Охвачена не вся указанная география проекта. Написали проект на весь Кобяйский район, к примеру, но указано почему-то именно один населенный пункт, что все мероприятие проходит почему-то в Сангарах, а другие населенные пункты эксперты не видят. Поэтому вот на это тоже нужно обратить внимание. Возможно, действительно проект у вас четко локализован на поселок Сангар, допустим. То есть изначально можно было написать в географии проекта только поселок Сангар Кобяйского района. Всего лишь навсего. И заработать те самые баллы, которые вы хотите заработать. То есть вот на это тоже нужно обратить внимание. В календарном плане нет количественных результатов мероприятия. То есть смотрите, в фонде президентских грантов у вас есть определенный столбец, определенная колонка, ожидаемые результаты. И в ожидаемых результатах вы четко должны прописать, что в этом мероприятии вы проводите какую-то акцию по формированию здорового образа жизни, предположим, вы должны четко прописать о том, что в этом мероприятии примут участие 30 семей, 30 детей, сколько-то волонтеров. Если эксперт увидит в ожидаемых результатах эти количественные результаты, то он уже поймет, что вы в теме, что вы действительно знаете, сколько человек примут участие в мероприятии, что у них изменится, что вы меняете ситуацию в лучшую сторону. То есть четко должны быть не содержание мероприятия, а должны быть четко прописаны результаты, что в результате этого мероприятия произойдет. И не только количественные изменения, да, но и качественные изменения. То есть в результате этого мероприятия у родителей повысится уровень воспитательской компетенции, в результате этого мероприятия наладятся детско-родительские отношения, в результате этого мероприятия у волонтеров появится повысится мотивация работы в волонтерстве, да, то есть четко должны быть определены качественные изменения. Мероприятие не относится к решению задач. Вот, к примеру,
у нас проходил конкурс, специальный конкурс Фонда президентских грантов, который был направлен на ликвидацию, да, проблем пандемии. И вот там, вот, допустим, были проекты, которые вообще не решают проблемы ковида, пандемии, вообще не решают. Там были проекты, которые направлены на организацию большого фестиваля, команда проектов куда-то едет по обмену опытом. Это мероприятие не решает задачу специального конкурса. Они никак не помогают людям спастись от пандемии. То есть вот таких вот левых мероприятий не должно быть. Мероприятия четко должны быть направлены на решение проблемы. Не хватает мероприятий для достижения результата проекта. Вот чего-то в проекте не хватает. Вот вы не достигаете тех результатов, которые прописали там, в обосновании социальной проблемы. Вы не решаете те проблемы, которые вы указали. Так хорошо все прописали, но мероприятий бывает недостаточно. Поэтому вот на это тоже нужно обратить внимание. То есть, и вот смотрите, в календарном плане что не нужно делать? Вы не должны распыляться на мелкие детали, что вы встречаетесь с командой, что вы подписываете договор, что вы там что-то делаете, допустим. Да вот таких мелких вещей, что вы регистрируете, что-то делаете, вот этого делать не надо. Вы должны четко прописать, что вы будете делать в рамках этого мероприятия. Вы закупаете оборудование, вы делаете ремонт, вы делаете информационную кампанию по набору участников в проект. Четко прописали. То есть здесь должна быть конкретника. И вот, каждое мероприятие у нас должно иметь содержание, где оно проводится, время проведения, да, и количественные и качественные результаты. То есть каждое мероприятие, оно должно быть прописано таким образом. То есть, и когда вы все это сформулируете, вы должны задать себе вопрос, понятно ли из описания мероприятия, зачем, для кого они проводятся и что будет происходить. Понятна ли последовательность мероприятий во времени, если она вообще. Должна быть логика. То есть вы информационную кампанию по вовлечению участников проекта, вы не проведете ее в конце реализации проекта. То есть должна быть логика. Самым первым мероприятием у вас будет мероприятие по вовлечению участников, а одним из завершающих мероприятий проекта у вас будет, например, итоговое мероприятие, круглый стол, фестиваль, форум. Это будет итоговым мероприятием. Если в рамках проекта вы предполагаете исследование какой-то проблемы, да, то это мероприятие тоже должно быть в начале проекта стоять, а не в конце. Понимаете? Поэтому здесь должна быть четкая логика. И самый хороший инструмент для проверки своего проекта – это дать почитать своему соседу, коллеге, эксперту. Посмотрите, пожалуйста. И вот для этого мы существуем, мы ресурсные центры. Всегда можно показать эксперту, правильно ли я сфокусируюсь, правильно ли, как говорится, идет составление заявки проекта. Всегда нужно это сделать. Сейчас я хочу вам в помощь показать проект победителя второго конкурса, который был объявлен у нас в июне месяце, по-моему. Это проект, который мы писали совместно вот к той общественной организации, которая еще здесь прописана, Совет патриотов из Чурапчинского района. Они работали над разработкой проекта 1,5 месяца. Они обратились в феврале, и мы долго-долго с ними работали, и проект был подан 4 апреля только. Поэтому вот смотрите, они работали долго над этим проектом, и я сейчас хочу, чтобы вы обратили внимание, как люди писали, как говорится, цели, задачи, и исходя из этого мероприятия. Цель была вот такая, вот смотрите, как они прописали цель. Они над этим очень долго работали. Создание оптимальных условий для всестороннего развития, профориентации, формирования здорового образа жизни детей школьного возраста. То есть четко прописана целевая группа. Села Деринь Чурапчинского района. То есть прописана уже география проекта через организацию многопрофильного круглогодичного детского лагеря. То есть четко прописана даже технология, как они будут решать вот эту цель через организацию многопрофильного круглогодичного детского лагеря. Вот это очень правильная цель, где есть решение, то есть цель, на что направлен проект, где есть география проекта, есть целевые группы проекта и технология даже проекта, через что они будут это решать. И исходя вот из этой цели, у них появились 4 задачи. Профориентация,
внедрение школы, повышение интереса к спорту и привлечение профессиональных волонтеров. Вот смотрите, как они четко вот эту цель разбили на 4 части. Вот это вот идеальная картина. И вот смотрите, у каждой задачи у них появились мероприятия. Первая задача она была направлена на профориентацию, повышение интереса, формирование умений, навыков ухода и выращивания зерновых овощных культур, школа юного фермера. И они провели 2 мероприятия. То есть прописали 2 мероприятия. Школа юного фермера 1.0 и школа юного фермера 2.0. В первой они четко прописали, что школа номер 1 юного фермера, она направлена на учащихся начальной школы. А второе мероприятие, то есть школа юного фермера 2.0, она направлена на средние и старшие звена. То есть охватили уже, как говорится, весь вот такой, всю целевую группу, так скажем, да, просто разделили по возрастным категориям. И смотрите, что они прописали в ожидаемых результатах. Четко прописали, сколько детей примут участие, волонтеров, родителей, детей, и в результате чего, что произойдет, какие качественные изменения произойдет в результате того или иного мероприятия. То есть четко они вот это вот прописали. Вторая задача, то же самое, что проводится в рамках второй задачи, сколько детей, волонтеров примут участие в этом проекте, что за это мероприятие, краткое содержание и какие качественные изменения произойдут у этой целевой группы. То есть вот это они тоже четко прописали. Третья задача, это у нас задача по спорту, и вот как раз-таки спорт норма жизни стоит, и военизированные мероприятия «Защищаем Родину». И здесь они четко прописали, тоже сколько детей, сколько родителей, и какие конкурсы будут проходить в рамках этих мероприятий, что будет проходить, да, и какие результаты будут достигнуты в результате этого мероприятия. То есть эксперт четко видит, какие качественные, количественные результаты есть в проекте. И вот как раз-таки в рамках этого проекта были привлекаются сейчас, на данный момент проект реализуется, профессиональные волонтеры из числа студентов 2 высших учебных заведений Якутии. И смотрите, проект без волонтеров – это не совсем интересно. И в проект вообще интересен, когда есть волонтеры, да, когда проект заканчивается. Вообще проект, для чего нам дают деньги на реализацию проекта? Для того, чтобы мы реализовали проект, не только завершили ее, успешно ее завершили, а дальше проект, он должен жить сам, он должен развиваться дальше. Поэтому вот как раз-таки профессиональные волонтеры, они нам нужны для того, чтобы действительно проект завершается, но у нас остаются на территории района, вообще республики, остаются добровольцы, волонтеры, которые, как говорится, будут, как говорится, готовы и дальше принимать участие в этих проектах. И наша проверка, то есть смотрите, это вот тоже некая шпаргалочка, технология проверки, как мы вообще идем, правильно ли мы составляем проект. И это называется обратная логика. То есть смотрите, ваш проект готов, вы читаете свои мероприятия, и они вам нравятся, читаем заново задачи и думаем, правильно ли я составила мероприятие, решают ли мои мероприятия вот эти задачи, а решает ли задачи мою цель, а решает ли эта цель эту проблему. То есть идет такая обратная логика, когда весь проект уже готов, мы читаем наоборот, как говорится, снизу вверх. Вот такая есть логика. Есть вторая технология проверки по достижению количественных и качественных результатов, когда мы суммируем наши мероприятия. То есть смотрите, еще раз повторяю, в каждом мероприятии имеется количественные и качественные результаты. Мы их суммируем. В первом мероприятии приняли участие, во втором приняли участие, в третьем, четвертом, и мы это все суммируем. И у нас выходит одна такая большая сумма, общее количество участников проекта. Там 500 участников проекта. Из них 200 родителей, 300 детей, к примеру. То есть вот такая суммочка должна выйти. И качественные результаты. Мы тоже все это смотрим, и все это мы, как говорится, столбиком пишем. Какие качественные результаты произойдут в результате реализации этого проекта.
То есть это будет уже в главном разделе в личном кабинете фонда президентских грантов, такой есть основной раздел о проекте. И все это мы, как говорится, перелаживаем, берем из календарного плана основные количественные и качественные результаты, и мы все это, как говорится, перелаживаем, полностью переносим на первый раздел о проекте, который называется «О проекте». То есть вот это вот. И вот вы видите суммарно, как это все должно выглядеть. Это очень хорошая схема, это прямо шпаргалка, прямо ее фотографируйте и, как говорится, держите перед собой. Перед тем, как планировать вообще мероприятие, что произойдет, мы, конечно же, даже у себя в фонде мы всегда, вот, как говорится, обсуждаем, очень бурно обсуждаем, какое мероприятие мы ставим вперед, потом какое мероприятие у нас проходит. И здесь нам очень помогает диаграмма Ганта. Это такая технология, ставим перед собой, как говорится, календарь, ставим там пометки и прямо вот там вот фиксируем. Вот это мероприятие пройдет в этом месяце, потом вот это, вот это, вот это. То есть мы должны это схематично видеть, и наш проект должен, как говорится, сидеть в нашей голове, и мы должны понимать, о чем мы сейчас говорим, да, и как мы идем планомерно к достижению результата. Это очень важно. Поэтому это вот эту технологию Ганта тоже возьмите себе на заметку. Очень большое внимание эксперты уделяют, прямо есть отдельные критерии оценки заявок, это опыт команды, руководитель команды, какое она имеет образование, какой она имеет опыт, где она работала, какое образование имеет, и команда проекта. Какие люди собраны в реализацию проекта. Например, вот тот самый Черопчинский проект, который мы только что смотрели, он более такой сельскохозяйственный проект, да, потому что там мы много говорим именно о формировании таких навыков, да, предпринимательских, базовых, которые пригодятся именно на селе. И здесь мы действительно подбирали учителей в команду проекта, которые имеют такое вот биологическое, зоотехническое, преподавательское образование, да, опыт работы, стаж работы имеется, есть наградная культура, допустим. То есть все это в скупе, как говорится, ставится 1 балл. Опыт реализации проекта. Поэтому здесь тоже нужно обратить внимание, да. Большое внимание эксперты уделяют именно опыту организации и информационной открытости. В последнее время мы обратили внимание, что они стали более жестко смотреть, ну не так жестко, но все равно больше уделяя внимание именно оценке, потому что каждым годом в фонде президентских грантов участвует все больше организаций, и каждым разом у организаций все-таки накапливается опыт методом проб и ошибок, ты каждый раз видишь, где ты там немного накосячил, где что ты там не уделил внимания в разделах, да, то есть поэтому, исходя из нашего опыта, мы поняли, что все-таки организациям нужен сайт. Но среди победителей есть организации, которые и не имеют сайта, но получают достаточно хорошие баллы именно по информационной открытости. Значит, у них есть альтернатива. У них публикуются статьи в средствах массовой информации, в районных газетах, в республиканских интернет-изданиях. Они имеют социальные сети в Фейсбуке, в Инстаграме, ВКонтакте, и об организации даже без сайта мы можем как-то получить доступ к этой организации, да? То есть каким образом целевые группы могут найти эту организацию. Обязательно в разделе «Организация-заявитель» надо указать про ваши добрые проекты, мероприятия, потому что чаще всего, когда к нам приходит некоммерческая организация, они говорят о том, что у нас не было проекта, ну, мы там проводили какие-то мероприятия, но у нас нету проектов. Вот этого говорить нельзя. Если вы проводили там фестивали, концерты благотворительные, это тоже мини-проекты, и об этом тоже нужно рассказать. А в источнике финансирования вы можете указать на собственные средства. То есть вы можете указать о том, что действительно проект был без денег, без финансирования своими силами, ресурсами или на свои средства, там 5 тысяч, 10 тысяч, но вы все равно должны доказать экспертам, показать прежде всего экспертам, чтобы люди, которые умеют реализовать проект. Пока мини-проекты, но добрые, настоящие, хорошие проекты.
Если у вас есть интернет-ссылки на ваши публикации, то есть ваша организация где-то упоминается, не обязательно это должна быть статья о вашей организации. Конечно, это приветствуется, но если ваша организация где-то упоминается, вы берете эту статью, то есть ссылку на эту статью и ставите это тоже в личном кабинете в разделе «Организация заявитель». И тогда эксперт видит, он открывает и видит о том, что вы активные граждане, что вы активная некоммерческая организация, что вы не в первый год этим занимаетесь. И тоже, как говорится, это берет на заметку, и ваш балл по информационной открытости будет выше, понимаете? Вот. Если у вас есть соглашение о сотрудничестве, авторские ваши программы, технологии, презентация ваших мероприятий, все это можно прикрепить в разделах о проекте или в организации заявитель. Чаще всего конкурс все заканчивается, благополучно заявка отправлена, и только потом НКО звонят и говорят о том, что мы вот это не успели прикрепить, а вообще-то у нас была там книжечка, которую мы хотели там показать, допустим. То есть, понимаете, поэтому здесь очень важно, как говорится, быть командой и распределиться, как говорится, своими функциями. Ты отвечаешь за информационную открытость, ты там прикрепляешь какие-то документы, то есть в одиночку делать это сложно, можно что-то упустить, понимаете? Вот. Видеоотзывы целевых групп и экспертов. Это мы применили, вот это вот 5-й пункт мы применили, когда мы участвовали в специальном конкурсе в фонде президентских грантов, в ковидном конкурсе, и мы хотели доказать тем самым, что мы действительно та самая организация, которая занимается давно и плодотворно выпускниками детских домов. Мы попросили наших выпускников детских домов, которые к нам периодично обращаются, составить видеоотзыв. Они просто, как говорится, сняли видео, все это сделали, монтажировали, и мы это видео прикрепили на сайте фонда президентских грантов, то есть в нашем личном кабинете. И вот это вот как раз-таки помогло нам получить наибольшую оценку побед в этом конкурсе. Если у вас имеется отчет, то вы этот отчет тоже можете прикрепить на сайте, да? На вашем сайте и указать это в личном кабинете вашей заявки. То есть насколько широко, информативно мы покажем о своем опыте, о своей организации, если мы с душой, большим желанием показать свой опыт, от этого будет зависеть наш балл. Про бюджет, да, бюджет, конечно, четко исходит из мероприятий проекта. То есть, если то есть все должно быть соотноситься. Прописали календарный план, и в каждом мероприятии у вас все равно, вот нам вообще-то гранты предоставляются для организации проведения мероприятий. То есть мы должны прописать те самые мероприятия, для которого нам нужны средства, для реализации которых. Допустим, нам нужен проезд, нам нужен ГСМ, нам нужен кофе-брейк, нам нужно издать книжечку, нам нужно на телефонной связи, нам нужны деньги на такси, нам нужны деньги на флайеры, буклеты, плакаты, может быть, на мягкие игрушки, на продукты, на что нам нужны деньги. Вот все это должно, как говорится, как пазл сойтись. Не должно быть лево, как и вдруг вы там пишете такой добрый проект там, про семей, родителей, мастер-классы, а тут у вас откуда-то возьмешь, там, допустим, совсем другое стоит, допустим, в бюджете, и эксперт сразу поймет, они прописали совсем другой проект, а запросили совсем другое. То есть это должно быть как пазл сойтись, понимаете, да? Основные принципы составления бюджета, то есть четко бюджет должен быть обоснован по календарному плану. Что у вас стоит в мероприятии, то и должно у вас, как говорится, прописано в бюджете. Реалистичность, то есть должна быть рыночная цена, детализация статьи. И здесь вам в помощь как раз-таки в разделе «Бюджет проекта» у нас есть возможность доказать эксперту, что эта цена реальная. Вот чаще всего московские эксперты, ну, федеральные такие эксперты, они не верят нам в том, что авиабилет по маршруту Якутск-Тикси, Булунский район стоит туда и обратно 50 тысяч. Вот они не верят. Вот для того, чтобы доказать, что эта сумма, она не просто так взята с неба, что она действительно реалистична, мы берем ссылку с Главного агентства воздушных сообщений.
прямо ставим ссылку, интернет-ссылку о том, что вот, откройте эту ссылку, и вы увидите о том, что действительно авиабилеты стоят вот так. Что вы хотите купить, допустим, спортивный, вот, допустим, уличный тренажер, он дорогой, но вы берете тоже ссылку и ставите в комментарии в бюджете о том, что эту сумму вы взяли с официального источника, сайта, магазина там, спортивных тренажеров. То есть четко, это вот некая как игра в лего, да, то есть вы прописали, что вы хотите это купить, и вы доказываете эксперту, что вы заинтересованы, что вы знаете четко, что вот это инвентарь, что вот эти вещи, что вот издание вот этих вот публикаций, там, методичек будет стоить вот так. То есть это очень интересно на самом деле. Есть проходные баллы. Есть проекты до 500 тысяч, есть проекты до 3 миллионов, есть и выше. И они, конечно, имеют проходные баллы. Но проходные, на них можно ориентироваться, но смотрите, чаще всего проходные баллы, они формируются исходя из того, мы же вообще не знаем, какие оценки каждый раз будут ставить эксперты. И в каждом конкурсе у нас меняются баллы. Но это средние показатели, это баллы, которые были во втором конкурсе в 2020 году, вот в этом году. В следующем году могут быть и, допустим, ужесточенные критерии, или могут быть эксперты по-другому оценят, допустим. То есть все это будет зависеть на тот самый момент, когда будет определяться проходной балл. Но в среднем вот эти баллы, они вот таковы. Для того, чтобы стать победителем, допустим, там, допустим, проекта по проходным баллам, да, в сумме. То есть мы можем ориентироваться вот на это вот. И вот вы видите, что четко бюджет проекта, он исходит от проблемы, цели, результатов, задачи, от комплекса мероприятий, то есть от календарного плана, от команды проекта, то есть в зависимости от того, сколько человек вы вовлекли в команду, в проекты, да, руководитель, координатор, там, администратор, менеджер или там психолог, юрист, кого вы привлекли, то есть они тоже будут включены, допустим, в бюджет проекта, то есть оплата труда, страховые взносы, они тоже могут быть включены в проект, да, то есть не должны, а могут, да, вот. То есть вот все это в сумме, как говорится, у нас есть запрашиваемая сумма гранта. Иногда бывает такое, что когда администрация софинансирует проект, и тогда, вот, например, у нас участвовали организации от Жиганского района, и там администрация района четко давала письменное согласие на имя генерального директора фонда президентских грантов, что я гарантирую, что от нашей организации, администрации будет софинансирована в размере какой-то суммы в поддержку этого проекта. Иногда бывают и такие письма поддержки. Какие расходы не допускаются? Расходы, не связанные с реализацией проекта, мы об этом говорили, на приобретение недвижимости, на капитальное строительство, на приобретение алкогольной и табачной продукции, на финансирование политических партий, поддержку проведения митингов, да, то есть вот все это, как говорится, она не допускается, на погашение задолженности организации, да, перед кредиторами, на плату пени и штрафов, то есть вот на эти расходы у нас не допускаются расходы. Не рекомендуется тоже проводить регрантинг, приобретение призов и подарков стоимостью более 4 тысяч, приобретение продуктов питания с целью просто раздачи, да, материальной помощи, допустим. То есть раздали продукты, а что дальше? Да? Приобретение туристической путевки, научные исследования, памятников, монументов больших. Да? То есть вот на эти вот вещи, как говорится, не рекомендуется. Ну и типичные ошибки, которые бывают у нас в составлении бюджета, то есть не связаны с календарным планом, еще раз мы повторяемся, да, в бюджете нет расходов, наоборот, на мероприятия, которые указаны в календарном плане, то есть вы прописали там о том, что вы издаете какую-то книгу, да, а в бюджете почему-то это не отражено, допустим, да, то есть это неправильно совсем. В бюджете не отражены средства софинансирования, но как такового порога нет, что вы там обязательно должны софинансировать 20%, 30%, вот как такового нет.
но софинансирование приветствуется. И чаще всего у нас, например, исходя из опыта, это свыше 20-30% мы должны показать софинансирование, что действительно проект будет софинансирован. Члены команды и функционал каждого не отражены в статьях оплаты труда. То есть мы должны четко прописать в комментариях в бюджете, да, в статье оплата труда, что руководитель у нас будет заниматься вот тем-то, тем-то, что координатор будет тем-то, тем-то, бухгалтер будет делать отчеты и там формировать там платежные поручения, допустим, да. То есть мы четко должны прописать функционал каждого члена команды. Вот. Указан вклад партнеров, но нет писем поддержки партнеров. Вот смотрите, вот как раз таки это вот как раз таки Жиганская администрация, она правильно решает проблему, то есть они прямо в письмах поддержки указывают администрации, если софинансируют, конечно, да, что действительно я гарантирую, что я поддержу этот проект вот с софинансированием в размере такой-то, такой-то суммы. Ну, вот такие вот типичные проблемы. У организации нет опыта работы запрашиваемой суммой, нет подобного обоснования в комментариях, да. То есть, когда все поверхностно сделано, то эксперт сразу понимает, что люди не с таким уж большим желанием, они, как говорится, пишут проект, да. Вот. Если все подробно, четко прописано, конечно, вам поставят хорошие баллы, а это в сумме, как говорится, будет уже вас двигать к пороговому, да, баллу проходному. В целом, если подытожить все то, что мы говорим, это тоже самая главная шпаргалка социального проектирования в фонде президентского гранта, о том, что должна быть четко определена проблема. От проблемы у нас исходит цель. Из цели у нас идут результаты измеримые, да, результаты проекта, количественные и качественные. Есть задачи, которые решают нашу цель. Из задачи у нас идут мероприятия. Мероприятия у нас реализуются командой профессиональных специалистов, которые имеют опыт, да, решения тех или иных самых проблем. У нас есть бюджет, который четко исходит из мероприятий календарного плана, и у нас есть софинансирование. Если, как говорится, мы будем исходить по проектированию, исходя вот из этой вот схемы, то, конечно, мы должны делать все правильно. И заканчивая вот наш небольшой такой экскурс, так скажем, да, по социальному проектированию, мы говорим о том, что наши эксперты проводят экспертизу проектов, консультацию по вашим проектам. Вы можете вот на эту почту, которая указана resursinfo@gmail.com, можете отправить свои заявки. Обязательно надо будет указать телефон обратной связи, кому мы должны позвонить, мобильный телефон, чтобы эксперты посмотрели и вышли к вам связь о том, что давайте я вот посмотрел вашу заявку, и давайте вот с вами поймем, куда мы идем, да, правильно ли мы идем. То есть всегда нужно, как говорится, исходить из этого. Вот, есть телефон администратора, куда вы можете обратиться, и обязательно загляните на наш YouTube-канал Единого ресурсного центра, где у нас очень много полезного материала, наши вебинары все там записаны, сохранены. Ну и желаем вам успеха. Если есть запросы, то, в принципе, у нас есть время, минут 15 на то, чтобы ответить на ваши вопросы. Вопросы есть? Надежда, добрый день. Меня слышно, да? Да. Подскажите, пожалуйста, вот в команду проекта какая вот именно баллы по программе Созидатели? Есть, да, сайт Созидатели. Вообще, если так сказать, приветствуется, когда команда включена в проект через сайт Созидатель. Это приветствуется. То есть за это даются баллы дополнительные, да? Ну, не могу прямо сказать, что это баллы дает, но это приветствуется, потому что это прозрачность, потому что мы все идем по курсу прозрачности, информационной открытости. И когда команда проекта полностью, у нас, например, команда проекта полностью сидит на Созидателях, и мы включаем в команду проекта только через Созидатель. Это наше обязательное условие. Большое спасибо.
Да, рекомендуем зарегистрироваться в Созидатели, потому что это принцип прозрачности, информационной открытости вашей команды, вашей организации. Сайт. Что? Надежда, добрый день еще раз. А вы можете отправить вот эти ваши материалы по электронке? Было очень интересно, но кое-что пропустили. Думаю, да, и вот эфир нашего вебинара, нашей встречи как площадки акселератора социальных проектов, видео будет сохранено на YouTube-канале нашего единого ресурсного центра, надо будет подписаться, и мы постараемся в этом видео, презентацию вам направить. Хорошо, спасибо. Спасибо. Всего доброго, но думаю, на этом мы завершим, и до встречи 2 часа, у нас будет очень интересная площадка 2 часа.